Эмомали Рахмон осудил рост исламофобии в Мьянме. Видео. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Таyyипом Эрдоганом выразил серьезную озабоченность в связи с ситуацией, возникшей по отношению к мусульманской общине в Мьянме. Телефонный разговор лидеров двух государств состоялся вечером 7 сентября. В ходе беседы была достигнута и договоренность о конкретизации сроков официального визита президента Турции в Таджикистан. Главы государств решительно осудили рост исламофобии в Мьянме, так же как и факты вооруженного нападения боевиков экстремистских групп в Ракхайне, сообщает пресс-служба президента Таджикистана. Эмомали Рахмон и Реджеп Таyyип Эрдоган высказались за справедливое решение всех этнических и религиозных конфликтов исключительно на основе мирного диалога и призвали мировое сообщество к принятию действенных мер для искоренения подобных опасных явлений. Власти Мьянмы, бывшей Бирма, продолжают гонения на мусульман. Несмотря на возмущение мира, число мусульман Рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш, спасаясь от карательных акций правительственных сил, за последние 2 недели достигло 150 тысяч. ООН подозревает, что власти Мьянмы начали в штате Аракан, Ракхайн, где живут Рохинджа, настоящие этнические чистки, способные дестабилизировать всю Юго-Восточную Азию. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш 5 сентября обратился с весьма экспрессивным письмом к Совету Безопасности, в котором выразил опасение, что насилие на западе Мьянмы может привести к гуманитарной катастрофе. Вооруженный конфликт с Рохинджа обострился 9 октября 2016 года, а затем еще сильнее, на прошлой неделе, 25 августа, когда бойцы местной малочисленной вооруженной группировки «Армия спасения Ракан Рохинджа», действительно провозглашающие исламистские лозунги, напали сразу на 30 армейских объектов и полицейских участков, убив 15 человек, в качестве акта отмщения за преследование своих соотечественников. В ответ началась военная акция возмездия, которую международные правозащитные организации называют геноцидом всего мусульманского населения штата Ракан, Ракхайн, где приверженцами ислама являются, кстати говоря, не только рохинджа. По подозрению в терроризме арестованы сотни человек, в том числе 82-летний старик и 13-летний подросток. Официальные власти к 1 сентября заявили в целом о примерно 400 уничтоженных повстанцах и лишь 17 случайно погибших мирных жителях. Однако мирные рохинджа, сумевшие по джунглям и рекам переправиться в Бангладеш и другие государства региона, рассказывают о тысячах убитых односельчан, уничтожении и поджогах их деревень, зверствах, пытках и групповых изнасилованиях, массово совершаемых солдатами и полицейскими в их родных краях. Как сообщают власти соседней Бангладеш, куда в основном бегут рохинджа, мьянманская армия начала массовую закладку противопехотных мин вдоль всей 216-километровой границы двух стран. В Даке считают, что их цель очевидна: одновременно воспрепятствовать возвращению в штат Аракан, Ракхайн, всех беженцев, которые могут когда-нибудь решить вернуться в родные края, минусы помешать убежать тем, кто еще остается в Мьянме. При этом на узкой полосе так называемой ничейной земли, в глухом, заболоченном и покрытом тропическими лесами регионе на границе Мьянмы и Бангладеш сейчас, в сезон дождей, по самым приблизительным оценкам погибают не менее 20 тысяч рохинджа. Бангладешские пограничники рассказали журналистам агентства Reuters, что только за последние сутки здесь произошло несколько взрывов, в результате которых лишились ног 3 детей-беженцев. В мире идут массовые митинги в поддержку мусульман Мьянмы. В Джакарте в среду начался бессрочный многотысячный митинг, организованный местными исламистскими группировками. Манифестанты требуют как минимум разрыва дипломатических отношений между Мьянмой и Индонезией. Часть же их настаивает на военном вмешательстве. Однако на Аун Сан Су Чжи, государственного советника Мьянмы и лауреата Нобелевской премии мира, все это,
очевидно, не производит впечатления. Во вторник во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Таyyипом Эрдоганом, ранее обратившимся к мировым лидерам с призывом оказать давление на власти Мьянмы, она сказала, что армия и полиция лишь стараются защитить всех без исключения жителей штата Ракхайн. Она добавила, что миру не стоит верить непроверенной информации о происходящем.